Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы разбираем урок номер 9. Сенің неше досың бар? Сколько у тебя друзей? Занятие проводится по учебнику «Қазақ тілі», «Балапан», издательство «Көкжиек Горизонт». Второй класс, книга 1, модуль 2, страницы с 70 по 71. Дорогие ребята, перед началом урока мне бы хотелось обсудить один важный вопрос. Поэтому позовите к экранам взрослых, пожалуйста. Уважаемые слушатели, ко мне поступило предложение сократить время видео, чтобы дети меньше уставали. Даже показали пример одного хорошего канала. И на уроках учителя разбирают не все разделы. Чтобы сократить время, предлагаю ввести видео в новом формате, озвучивать только выполнение основных заданий. А такие разделы, как «Новые слова», «Произноси правильно», «Выучим наизусть», «Давай потренируемся», «Жемчужины знаний», «Запомни», а также выражения под запись, которые даются в самом начале урока, все эти разделы, вы их видите на экране, разместить в конце видео, перевести, но не озвучивать. Кому нужно, могут остановить видео, прочитать и ознакомиться с переводом. Комментарии под сегодняшним видео будут открыты. Напишите свое мнение, пожалуйста, до 29 октября 2021 года. На каникулах мы подведем итоги обсуждения и, возможно, со второй четверти будем выходить в новом коротком формате. Спасибо за внимание. Возвращаемся к уроку. Слушай, повторяй, читай. Менің 4 досым бар. Олар жақсы дос. Қанат менің ең жақын досым. Ол батыл. У меня есть 4 друга. Они хорошие друзья. Қанат мой самый близкий друг. Он храбрый. Задание первое. Нужно найти правильные сочетания слов и составить предложение. Вначале мы составим предложение, что у человека есть щенок или кошка, а затем, что у человека нет щенка или кошки. А также обратим внимание, что слова менің, сенің, оның означают мой, твой, его, и поэтому подберем слова с правильными личными окончаниями. Какие предложения у нас должны получиться? Менің күшігім бар. У меня есть щенок. Менің күшігім жоқ. У меня нет щенка. Сенің мысығың бар. У тебя есть кошка. Сенің мысығың жоқ. У тебя нет кошки. Оның күшігі бар. У него есть щенок. Оның күшігі жоқ. У него нет щенка. Задание второе. Вместо многоточия нужно вставить правильные слова. Батыл – смелый, аты – имя, ақылды – умный, ең жақын – самый близкий, күшігі – щенок. Какие предложения у нас должны получиться? Менің ең жақын досым бар. У меня есть самый близкий друг. Оның аты Айдос. Его имя Айдос. Ол батыл. Он храбрый. Оның күшігі бар. У него есть щенок. Ол ақылды. Он умный. Задание третье. Нужно ответить на вопросы. Какие предложения мы можем записать? Сенің неше досың бар? Менің 3 досым бар. Олардың аты кім? Олардың аты Ермек, Әлібек, Ерлан. Сколько у тебя друзей? У меня 3 друзей. Как их зовут? Их зовут Ермек, Алибек, Ерлан. Задание четвертое. Это игра «Кім көп біледі?» Кто больше знает? Из данных букв нужно составить слова. Кто больше слов составит, тот и победитель. Из этих букв можно составить 54 слова. Возможно, вы найдете и больше. Алтын – золото. Алыс – далеко. Аң – зверь. Ант – клятва. Асық – альчик. Асык. Әже – бабушка. Ән – песня.
Галым ученый, доп мяч, дос друг, ель страна, есель название реки, есім имя, ет мясо, жақын близко, жас молодой, жастық подушка молодость, жель ветер, жем корм, жол дорога, жума пятница, жұмыс работа, жүн шерсть, қалың густой, қант сахар, қар снег, қас бровь, қоқыс мусор, қол рука, құм песок, құс птица, қыс зима, лақ козленок, мал скот, мәтін текст, мол изобильный, сән красота мода, сенім доверие убеждение, отан родина, отын топливо, пән предмет, піл слон, таң утро, тас камень, толық полный, түн ночь, түс сон, полдень цвет, ул сын, улан юноша гвардия просторный, үлес доля часть, үн звук, үнемі всегда, эль повесь, н нора. Ребята, вы можете отобрать те слова, которые кажутся вам знакомыми. Желаю удачи в игре. Наш урок закончен. Не забудьте, друзья, что я жду ваших комментариев по поводу нового укороченного формата видео. До скорых встреч!